День учителя – это профессиональный праздник работников просвещения, отмечаемых во многих странах мира. Это важное событие не только для преподавателей, но и учеников, родителей и всех, кто связан с системой образования. 5 октября общество чествует педагогов за их тяжелый труд в процессе обеспечения образования высокого качества на всех уровнях. Основной металл – это железо, и вы скрепляете медной проволочкой, то вы получаете контакт двух металлов. Какие это металлы, ребята? Посмотрите на ряд напряжения металлов. Ирина Бобровская на протяжении долгих лет обучает старшеклассников 6-й школы основам самых интересных и нужных наук – химии и биологии. Конкретной целью освоить именно профессию педагога никогда не задавалась, однако о когда-то сделанном выборе не пожалела и спустя годы. Ирина Леонидовна признается, быть преподавателем – это непомерный труд, но если вкладывать душу в любимое дело, работа становится ежедневным праздником. Вся моя жизнь связана с 6-й школой. Я училась в этой школе, закончила ее в 1976 году. Я всю жизнь вспоминаю своих учителей. Это Зинаида Тихоновна Малинкина, Тагиров Манир Софеевич, Валентина Ивановна Сухова, Роза Мухамедовна Лапшина и все остальные учителя, которым я бесконечно благодарна. Именно они заложили во мне желание быть учителем. Об имеющихся заслугах Ирина Бобровская старается не говорить и, в свою очередь, выражает огромную благодарность наставникам, которые привили ей любовь к естественным наукам. Ее коллеги даже за прицелом телекамеры отзываются о нашей героине не только как о замечательном работнике и профессионале своего дела, дающем необходимые знания по предмету, но и как о человеке, который преподаст нужный жизненный урок своим подопечным. Ирина Леонидовна Бобровская у нас работает с самых юных лет. Ее стаж составляет 31 год. И что примечательно, она училась в этой школе, росла. И влюбившись, наверное, в учителя своего химии, она выбрала именно эту профессию. Она сделала очень много выпусков, являлась классным руководителем многих-многих детей, классов, комплектов. И на сегодняшний день нужно сказать, что ее выпускники работают и живут по всей России, закончили институты, обзавелись семьей. И нужно сказать, что все они ее до глубины души очень сильно уважают и боготворят. Профессия учителя должна быть призванием, иначе взрастить и вложить своим ученикам самые необходимые в жизни знания просто не получится. У каждого есть воспоминания о первой учительнице или педагоге, который научил, что называется, как надо. Именно они помогали нам преодолевать главные жизненные трудности, направляли уроками и советами на верный путь. И в этот знаменательный день учителям особенно приятны слова благодарности и поздравления от своих учеников. В этот день я бы хотела очень поздравить от души всех учителей и сказать им большое спасибо, то, что они вкладывают свой труд и свою душу в нас, чтобы нам было дальше легче жить. Я хотела поблагодарить всех учителей и в этот замечательный день поздравить их с Днем Учителя. Евдокия Титаренко, Радмир Исингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.